Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня знаменательный день, город опять получил новые автобусы. Но я сейчас с одним интересным человеком нахожусь, Сергей Максимов. Сергей, сейчас вы по должности у нас кто? Работаю в Союзавто советником. Вот помните, мы с вами начинали, я ездил на этот завод, правильно? Да, мы ездили на завод ЛиАЗ, как раз смотрели, где нам в то время группа ГАЗ предоставила всю свою линейку, всех автобусов, показали там все перспективные модели. И с того момента мы начали приобретать новые автобусы. Разработали программу при поддержке Александра Сергеевича, тогда он еще был главой города Якутска. Она у нас поэтапно шла и вот вышла на новый рубеж. Теперь мы приобрели совершенно новые автобусы, модернизированные, подготовлены именно для наших условий. Они полностью все утеплены. Не только стоят отопители, но и стоит система климат-контроль, которая летом в наше жаркое время, то есть позволяет себя комфортно чувствовать нашим горожанам, чтобы не было у нас никакой там пыли, ни грязи, и не жарко было. Когда мы были на заводе, да, и вот эти вопросы поднимали водители, наши водители якутские, которые туда приезжали. И, кстати говоря, не без их участия разрабатываются эти автобусы, не без их предложения. Я правильно думаю? Нет, конечно. То есть вот эта совместная работа с заводами-производителями, она дает очень хорошие плоды. Поэтому вот сейчас и появилась у нас здесь и автоматическая коробка передач, которая она плавное переключение, водителю гораздо легче работать. Плюс вот эти все системы отопителя, тоже кондиционер, те же системы утепления, там та же подвеска, вот сейчас она воздушная, пневматическая получается. Все это исходило от предложений именно вот наших руководителей, самих водителей, они реализуются дальше, то есть и имеют очень положительный эффект. Сегодня, Сергей, сколько вообще получается частных водителей автобусов, вообще вот в маршрутном деле города Якутска? Ну, сегодня частные перевозчики перевозят 16 городских маршрутов, на 2 работает муниципальный парк, ну, грубо говоря, чуть больше 80% составляет, перевозим силами Союзавто. И Евгений Николаевич говорил о том, что появился муниципальный контракт с городом, да, и на основе этого перевозятся пассажиры. Я правильно понимаю? Да, конечно. То есть вот сейчас как раз буквально скоро будет у нас новые аукционные перевозки, где немножко там поменяется маршрутная сеть с учетом пожеланий наших горожан и наших технических возможностей. Ну и впереди там достаточно очень большие планы. Буквально за 2, максимум 3 года, то есть обновить еще весь парк, это порядка около 300 автобусов. Дорогие друзья, рад сегодня в преддверии Дня города присутствовать на таком замечательном мероприятии. Для Якутска, динамично развивающегося города, конечно же, крайне важна ритмичная работа общественного транспорта. И его обновление, которое поступательно идет в последние годы, чувствуют на себе все жители столицы. Конечно, много еще есть проблем, много еще есть вопросов, но самое главное, что несмотря на все трудности, мы находим возможности, и новые автобусы выходят на городские линии. Сегодняшние 19 автобусов «Волгобас» — это принципиально новые автобусы, которые еще не эксплуатировались в наших условиях, но которые являются, наверное, наиболее современными, подходящими для городских маршрутов города Якутска. Уверен, что жители оценят по достоинству свой комфорт, и если в дальнейшем мы увидим то, что автобусы эксплуатируются надежно, устойчиво, качественно. Сергей, я хотел бы знать, это вот действительно вы этим занимались на протяжении многих лет, насколько я знаю, да, и достаточно, когда-то неуспешно, когда-то успешно. На сегодня вы довольны то, что происходит? Нет, конечно, потому что у нас сегодня есть очень такая серьезная поддержка и главы нашей республики Александра Сергеевича, и главы города Евгения Николаевича. То есть используем все возможные механизмы, то есть и от фондов поддержки предпринимателей, от ВЭБ-РФ, все эти программы, во всех участвуем, и получаем достаточно хороший, большой экономический эффект. Конечно же, мы в рамках продолжения нашей программы поддержки из государственного бюджета оформления общественного транспорта города Якутска будем дальше выделять средства. Вот такая
будет в городе Увлечен 19 автобусов из государственного бюджета Республики Саха-Якутия, направленных по 3 миллиона рублей. И мы эту программу будем продолжать. Программа, которая сейчас разработана окружной администрацией по модернизации транспортной системы, она нами поддерживается. И мы все сделаем, чтобы уже в ближайшее время она реально начала воплощаться в жизнь. Самое главное ее итог, чтобы жителям города Якутска было удобно и комфортно перемещаться. Депутаты всегда ставили вопрос транспортного сообщения. Мы же понимаем, что транспорт – это основной вид передвижения в нашем городе. Да. У нас, вы знаете, нету ни трамваев, ни троллейбусов, ни тем более ни метро. Да. Ну, понятное дело, на такси очень дорого передвигаться. Поэтому, конечно же, автобусы для нас – это основной вид транспорта. Вот. И мы очень рады, что вот, есть такие программы, когда можно получать, благодаря поддержке Арсения Сергеевича Николаева, главы региона, субсидию. Каждый предприниматель из 19 автобусов, он получил субсидию в размере 3 миллионов рублей, плюс программа, которая субсидируется за счет выделения средств из ВПРФ 35%. Ну и, конечно же, стоит отметить то, что Сберлизинг, он тоже выдает под хороший процент, это 8-9%. Это тоже учитывая то, что сейчас предприниматели берут у нас там чуть ли не по 25, не по 27%, да, кредиты 8-9% это тоже очень большая помощь на самом деле. И очень мы благодарны, и в том числе и Сберлизингу, и ВПРФ, и бюджету республики. Ну, взяли мы, да, каждый, вот, лишних 2 я взял, и 2, один водитель, один предприниматель. Будем дальше работать. Нормально будет, следующий год тоже берем. А в чем, так сказать, успех данного проекта, как вы думаете? Ну, наша профессия такой, работа наша. Любим работать на автобусе. Ну, любая поддержка вообще для предпринимателя – это всегда плюс. Вот, понятно, что сейчас есть трудности в банковском секторе, ключевые ставки они очень высокие, не только там, по ипотеке, да, по потребительским кредитам, но и по лизингу в том числе. Вот. Но любая поддержка для нас – это большой плюс, конечно. Ну вот конкуренция есть между ЕПАКом и частным извозчиком, я так и не понял, честно. Ну, скажу так, вот лично для меня никогда никакой конкуренции не было, потому что мы, что ИПАК, что мы ездим по муниципальному контракту, и мы преследуем одну цель – это перевести наших пассажиров быстро и безопасно и с максимальным уровнем комфорта. А для нас, конечно, это только положительные эмоции, без этого никуда. А наши дороги соответствуют? Но дороги у нас с каждым годом становятся все лучше, вот, поэтому классовость вот этих автобусов среднего, да, и более городского типа, они подходят как раз по то, чтобы мы ходили. Понятно, что есть небольшие недостатки в улично-дорожной сети, но тем не менее их и устраняют, и деньги же большие тратят на реконструкцию дорог, на капитальный ремонт, поэтому дороги стали лучше у нас. А топливо? Топливо? Какое используете топливо? Ну, у нас метан здесь стоит, монотопливо, да, то есть на одном топливе ездим, но пока что у нас все устраивает, да. Единственное, что, конечно, не хватает заправок, да, у нас всего их 3 по городу, вот, есть трудности с заправкой, но а в целом все в порядке у нас, да. Что не достает нашим автобусам или автобусникам? Ну, я понимаю, что у нас все и пассажиры нервные, и водители иногда не в духе. А вот как вы думаете, что необходимо сделать, чтобы было всем хорошо? Ну, я думаю, все делается для этого. Единственное, что хочется пожелать, чтобы пришли к нам наши местные молодые ребята работать именно водителями автобусов, потому что сегодня вот максимально условия созданы такие, что... Сегодня практически по всей России стоит дефицит водительских кадров. По России статистика показывает порядка 400 тысяч человек. У нас по городу более 200 водителей не хватает. И такая же картина во всех городах. Примерно 30, 40, 50% дефицита. Мы посмотрели, какие меры поддержки необходимы для того, чтобы закрепить людей за этой профессией. Сегодня средний возраст водителя более 40 лет, и он не попадает уже под дальневосточную ипотеку по возрасту. Поэтому было обращение в адрес Министерства по развитию Дальнего Востока
для того, чтобы включить категорию водителей общественного транспорта в список получателей дальневосточной ипотеки. Мою инициативу я обсудил с мэрами, коллегами дальневосточных городов. Инициативу поддержат еще 8 мэров. Мы в ближайшее время составим коллективное письмо для того, чтобы коллеги с министерства рассмотрели такое. И я уверен, что та реформа, которую Евгений Николаевич сегодня проводит, она будет реализована и покажет свои положительные и позитивные результаты. Условия созданы такие, чтобы и хорошая заработная плата как бы есть, и хорошие новые автобусы, социальная различная поддержка. Сейчас вот готовится проект уже на заключительной стадии, даже чтобы получить можно было льготную ипотеку дальневосточную, там под низкий совсем процент. Ну и масса всяких там вещей, то есть ждем как бы молодых парней, которые готовы работать на благо нашего города, как бы перевозить наших горожан. Поэтому больше другого как бы ничего нет, и готовы дальше еще, то есть оказывать там всякую социальную поддержку там при всей нашей совместной работе. Пожелаем успеха нашим частным извозчикам, а данным Союз Авто, я правильно говорю? И скажу, ну, наверное, все на благо наших горожан. Но только исключительно так. Заведомо рискованная идея загорать в минус 50. То же самое с наркотиками. Не стоит пробовать, чтобы знать. Наркоконтроль Якутии. Велосипедисты гибнут и получают увечья из-за нарушений ПДД и невнимательности. МВД предупреждает велосипедистов: при переходе дороги спешивайтесь и строго соблюдайте правила дорожного движения. Бесстрашный выход в космос без скафандра – заведомо опрометчивый шаг. То же самое с наркотиками. Не стоит пробовать, чтобы знать. Наркоконтроль Якутии.